Слово предоставляется Ачитаеву Таиру, депутату Верховного Совета Республики Хакасия. Добрый день, меня зовут Таир Ачитаев, я депутат Верховного Совета Республики Хакасия. Сегодня День Республики, вместо поздравления я зачитаю строчки из гимна нашей Хакасии, слова Владислава Михайловича Торусова. Кто его знал, наверное, помнит, что это был за человек, настоящий патриот нашей Родины. Недра вскрываешь, дороги проводишь руками чудесных своих сыновей. Вот эти самые недра не руками сыновей Хакасии, не нашими руками разрабатываются, а вот приходят из Москвы, из-за бугра люди и просто набивают свои карманы. Не надо думать, что я вот сегодня от какой-то политической партии, фракции как-то выражая их заказ, выполняю. Я просто гражданин. Вот сегодня я пришел как житель республики. У меня есть сын, у вас есть дети. И мне не безразлично, в какой Хакасии завтра, послезавтра жить. Каким воздухом они будут дышать, какую воду пить. У меня нет вида на жительство в другой стране, нет счетов за границей, чтобы я топил за кого-то, а потом сел на самолет и на Лазурный берег рванул. Нет, такого не будет. Поэтому сегодня я здесь, и также меня просили показать вам вот эти вот картинки, маленький формат, но я поясню, что здесь. Здесь клубы дыма, это так обогащают уголь на майрыском разрезе. То есть черная сажа, никакой очистки, как мы видим, тут нет. И вот таких, здесь одна установка изображена. Таких установок будет 12. Это майрыский разрез, повторюсь. И сегодня выступала жительница Вера Канадакова, жительница Шалгинова. И по понятным причинам люди боятся и спрашивают, и всех, и нас тоже, что будет, почему так происходит, почему копают, почему нас не спрашивают. Но я не знаю, правда, как ответить им, как смотреть им в глаза, потому что, наверное, времена поменялись. Я встречал в конце июня своего товарища, он в советское время занимал руководящие посты в Пепельском районе. Я его спросил: вы же знали, что в вашем районе богатейшие залежи каменного угля, почему вы их не трогали? И он мне ответил: потому что мы знали, откроем мы залежи, начни разработку, мы убьем урочище Сорокозерки, мы убьем экосистему, мы убьем деревни, где живут сотни людей. Но у нас другой режим, другое время, и с позволения московских больших чиновников в Роснедра, где получают лицензии, вот это вот происходит. Ситуация очень серьезная. С разных сторон есть и подстрекатели, и те, кто пытается нажиться на этой ситуации, стравливая меня с товарищами. Я не хочу этого. Я не хочу, чтобы нами правили эмоции. Не хочу, чтобы была тем более какая-то кровь, какие-то конфликты неразрешимые. Я считаю, что все-таки будущее за диалогом мирным. В первую очередь, раз уж дело касается Куйбышевского сельсовета, Шалгинова, я хочу, чтобы спрашивали мнение этих людей, чтобы не повторилась история с Аршановским, чтобы людям гарантировали то, что обещают, и они знали, что там будет. Была экспертиза экологическая прежде всего, чтобы людям это показали. Я стою на этих позициях. Спасибо, что пришли сегодня.